друзья! Выехал я из Волгограда в Москву. Едем опять на работу. Отдохнули чуть больше месяца. Завтра напарник должен разгружаться. Может, сегодня вечером будет разгружаться, не знаю, как приедет. Он сказал, вроде бы как завтра по документам. Ну, вот так вот, опять у нас всего тут полно. Он уложился хоть поменьше, не до потолка. Вот сейчас мы в городище едем. Он заканчивается. Завтра утрецом будем в Москве уже. Все будет хорошо. Не торопимся, едем. 90. При обгонах до 100, может. Машина у нас классический вариант, так что здесь у нас тоже всего полно. Хоть машина в отличном состоянии. Даже за машинами ухаживаем. Так что вот так вот. Едем опять на работу. Да, месяца на 3. Будем работать одни. Не на экспрессе. Месяца на 3, но может быть на 4. Посмотрим там, как пойдет. Короче, как будет. Если все так же, то месяца на 3, на 4. Если какие-то будут новшества вводиться на работе, пока все без изменений. Хотя говорили вроде бы на 3 месяца. Потерпите, ребята, там все изменится. Вот коллегу обгоним со Ставрополя. Пошел у нас март, апрель, май. Ничего-то изменений никак не хотят заканчиваться, которые мы так ждем, чтобы вернулось все обратно, но что-то не хочется, видно, фирме возвращать зарплату в прежнее русло. Так что поедем, посмотрим, что как, куда будем катать. Если повезет, может быть, снова поедем в Якутск. В Якутск мне нравится ездить. Якутск, Владик, на дальничок. Хорошо катишь потихоньку. Не по городам, ничего. Вроде там крыло должны были прикупить на нашу машинку, которая отлетела, поломалась у нас со взрывом колеса. Вроде колонны, сказал, заказали, должны там вроде приобрести были. Хотя можно было, не знаю, заказать в разборке. Смотрел, есть в Москве, есть в Питере разборки шестых сканей, поэтому можно было бы купить. Я сам собрал там, поменял там, недолго, времени подняло. Вот так солнышко заходит. Сегодня, не знаю, первый день солнышко, 3 дня дождь лупил, на будет сейчас там грязь, подсохло ветром, лужица стоят еще. Вторую машинку помыл, тоже жене прибрал. Все, и поехал на работку. Это у нас машинка тоже чистенькая, блестит. Долетим до Михайловки, там дозаправимся. Я не стал заправляться до полного бака.
Михайловки на Лукойловской заправочке заправимся. Может, что-нибудь перекусим, может, не перекусим, что-то кушать вообще не хочется. Практически все дела переделал, что хотел дома. Не практически все, наверное, переделал, которые планировал. Так вот, травка у нас, ну, холодно, да. Не знаю, днем, блин, прям, не знаю, 18-16 градусов, ну, даже 20-очки нету. Че это, блин? Машина медленно ползет, что-то. Мы вроде не быстро едем 90 и что. Машина ползет. Трава зеленеет, дожди. Ну, я сейчас думаю, начнется жара наша волгоградская. И все это быстренько за месяц умрет. В Москве там вроде тоже, блин, не айс. Смотрел погодку. По дороге вроде не должно ничего встретиться. Дождик, ничего. Будет вроде нормальная погода. Надеюсь, доедем чистенькими, сухими. Там, чтобы чистую и сухую машинку накрыть, купил чехольчик на нее, чтобы она не выгорала. Полностью обтянем. И пускай стоит, отдыхает. Ее работа, от работы и с работы меня довести. Все. Деревья все посохшие, не разотулись, не распустились. Стоят сухари. Сарники, ну, зеленые, а остальное все что-то никак. Далее коллега торопится куда-то, летит. Сейчас смотрим, кто там такой торопыга. В принципе, я догадываюсь, что, скорее всего, 05 регион. Они только у нас тут так носятся. Да, скорее всего, это 05 регион. Ну да, как я и говорил. Вот мы едем 90. Они вот так вот носятся. Причем и по городу тоже носятся. Машины они не берегут совсем. Ну, это каждого личное дело, как ездить, не нам учить. Каждый ездит так, как может. Главное, чтобы другим не мешало и создавал аварийных ситуаций. Продолжаем двигаться дальше. Подъезжаем в Михайлов, город. До Кашира осталось 120 километров. Этот раз решил поехать на Москву прям, не через Рязань, потому что что-то там и по деревням надоело ездить. Поедем, посмотрим, как здесь. Здесь то, что дорога поскоростнее, я думаю, здесь побыстрее будет. Здесь, считай, трасса. Утром на МКАД заедем, МКАД будет пустой, быстренько там до Рязанки долетим и свернем. Время 3:40. Вот так уже светло. Начало, ну, а сейчас светать часа в 3. Прям, ну, уже видно было. За 40 минут уже вообще отлично все видно. Вот вообще без фар, до фар почти не видно на дороге.
Кашире. Там лукойловская заправочка есть. Заправимся там на ней. И обратно. На обратном пути, наверное, там же поедем. Ну, будет видно, короче. Вот сотрудники ДПС стоят. У нас утреца. Окуляры свои наводят на сплошные линии. Ну, все нормально. Я думаю, часов к 8 будет утра доедем. Там посмотрим, позвоним напарнику, где он, что он, когда будет видно. Ну вот так вот, короче, светло уже. Можно работать в 3 начинать ездить и ехать часов до 9 и спать ложиться. В 9 лег, в 3 встал, поехал дальше. Светло, отлично. Чтобы по ночам не катать. Ну, 5 часов утра. М4 Дон. Кто-то куда-то спешил. И успел. Объехали мы платный участок по бесплатному. Почти там когда доехали. Все нормально. Едем дальше. Скоро прибудем на место. Ну вот мы и на месте. Время уже 2 часа. Приехал я сюда в 7. Ехал 12 часов. Ровно с дома как выехал. В 7 вечера. В 7 утра прибыл сюда. Вот машинка наша. Все чистенько. Дождь нигде не попадал. Вот в этой машинке поспал, взял ключики. Пошел у механика. Без хозяина, пока без водителя. Там поспал до обеда, прям нормально выспался. А вот машины практически нету, мало стоит. Только с водителями, по-моему, 4 машинки стоит. О, вот так вот у нас машинки обклеенные. О, прицепы стоят. Вот коллеги пересаживаются с газовой машины на дизельную полностью. Устали по заправкам прыгать. Вон там 10-тонничек какой-то разбитый стоит. Пойдемте посмотрим. Коллега уже разгрузился мой. Двигает очень медленно по МКАДу в эту сторону. Скоро прибудет. Будем тоже меняться. Дошел до магазина, там что-то докупился. Соль не мог найти в пластиковой бутылочке, чтобы не рассыпалась. Такая мелкая, которая. Здесь нашел, купил. Вот так вот. Попадосик. Улупилась машинка. В кабине хана. И будку под ремонт. Вон, стену выдавила кабиной.
О, все. Кабину под выкидыш. Что как было, не знаю. Вот, приехал, я просто увидел, что стоит бедолага разбитый. Время уже 4:30. Что-то никак никто не приедет. Где же наша машинка? Ребята все уже вот эту сдали машину. Вот сейчас еще один коллега сдает машинку. Все проверяют и сдают. Вот Ревчик приехал. Думал, наша машина, а оказалось так. Будем ждать. Сегодня нам надо хоть что-то там сделать будет с ней, а то дадут загрузку, не успеем ничего сделать. Вот так вот стоим. Ну наконец-то, Володя приехал. Не прошло и, блин, очень много времени, блядь. Засыпано, место есть. Без крыла. Как отдал, так машина есть. Ну, надеюсь, мы ее поставим. Или нам поставят. О, рожок работает. Прискакала наша ласточка, кормилица. С дыркой в боку. Поближе возьмет. И все. Отлично. Все, сейчас будем бумажки оформлять и перемещаться. Ну что, ребята, день подошел к концу. Отправил я сегодня напарника домой. Вот коллега приехал какой-то, назад сдает, машинку ставит. Лежу, смотрю киношку. Триколор у меня. Устал сегодня как собака. Меня не видно.
Пока все установил, все подключил, все поставил, сетки поставил. Пока машину помыл сегодня. Ой, устал вообще, кошмар просто сегодня. Просто. Думал, быстрее, чтобы все, успеть поставить, чтобы нигде не в дороге там. Завтра покажу вам, что получилось у нас с машинкой. Сейчас будем ложиться спать, отдыхать. Все болит это. Вот и настало новое утро. Вот наше авто сзади. Сегодня солнышко, передали плюс 20 в Москве. Все, теперь ожидаем вот загрузку. Вот так вот у нас машинка выглядит. Подальше отойду. Помыл вчера, долго мыл. Хоть у нас вот и моечка открылась на базе. Ну, сказали, она чистая, поэтому потом помоете. Ну, я считаю, что она не чистая была. Поэтому сам помыл. У нас подходит ТО на РФе. Там моточасы уже по 9000 подходят. Вот такие колпачки стоят. Вот так вот будет видно их. Все так же по-прежнему на месте. Все проверили вчера. Все моргает, все светится. Приклеили, подключили ленточку нашу бегающую. Хорошо, тепло сегодня, блин. Топливо в полные баки практически. В РФ тоже почти. Сколько надо? Литров 200 есть точно. Так. Смотрите, нету. Мультика нету, но. Так, в принципе, все. Крыла у нас тоже нету. Но вроде бы должен купить. Не знаю. Так как наличкой не могут оплатить, только безналом, а безналом сказали, на разборке нельзя платить. Поэтому, блин. Тут у нас напарник вот прикрутил крыло, которое болталось. Спросил он шайбу и прикрутил. Все держится нормально. Вот так у нас стоят сеточки. Вот такой салончик. Вот там планшет кино укажет. Сейчас еще здесь пыль подсотрем. Полиролики пройдемся по пластику всему, и будет огонь. Так, ожидаем теперь загрузки. Ждем. Сегодня, может, что-то поделаю. Смотрю. Там будки, может, подмести надо там чуть-чуть. Мусора есть. У нас напарник приехал
Я сразу машину забрал у него, потому что времени не было у него там что-то убирать. Ну там, в принципе, не очень сильно грязно, так нормально. Так что вот так вот хорошо у нас. Вот машинки. Кто-то приезжает, меняются, кто-то заступает. Как бы не очень много машин на стоянке. Как раньше, тут приедешь, все-то оставлено было. Возвращают нам выплаты, как раньше, каждую неделю выплачивали подотчетные деньги по 10 тысяч. Сейчас будут выплачивать по 5. Вот какие-то тоже продвижения, какие-то плюсы уже с собой уже меньше. Надо брать на работу денег, как бы. Ну, вроде устаканивается все. Вроде все нормально становится. Как бы. Будем ждать еще, какие будут плюшки на работе, чтобы все было нормально в нашей стране. Как только куда-то сообщат ехать, запишу, поедем. Вот. Моську замучился я, конечно, вчера оттирать. Наверное, часа 2 только один перед отмывал. Она была вся в мошке, в разбитых жуках. Тут, блин, ну, долго отмывал. Все, лампочки поставили. Наши модные фары. Фары теперь светят ярко-ярко. Ничего не забыл. Такие колпаки стоят. Что у нас там было? С этим вот я не посмотрел. Уже расцепиться, смазаться. Все дела. А вот теперь опять что-то у нас под ночь простоит машина. На тягаче жопа опять садится. Поменяли одну подушку, что-то раз. Вторую не меняли. Хотя она тоже, уже сказали, была на подходе. Амортизаторы тоже не поменяли. Жопа прыгает, напарник. Ну, это было естественно, потому что амортизаторы не работают. Надо их оба выкидывать. Лопатка покрашена теперь. Это вся пооблезла от химии. Веревочки убрал, сделал цепочки на карабинах. Вот так вот. Теперь она тут стоит. Отлично будет. Ну, сегодня буду звонить по поводу ТО. И скажу по амортизатору, чтобы, блин, желательно поменять. Потому что это, блин, порвет все подушки. Потому что жопа очень сильно прыгает, как какая-нибудь почка. Это вообще не держит. Один вытек вообще. Ну, я думаю, и второму там уже хана. Вот наша запасочка, которую мы бортировали, осталась. Вот что такая нормуль. Вот, напарник поменял рожок. Да, там чуть-чуть другого формата, ну, зато светится. Тот вообще, говорит, хана тому пришла. Вот такому. Сняли, говорит, проверили, ну, вообще, говорит, все там, все поокислилось, плата там, все, ну, на выкидыш только. Поэтому масло антифриз мы перелили, там антифриз я бачок привез. Новенький, отличный. Баклажки замучили течь. Перелил, масло антифриз есть теперь. Вот видите, да, жопа опущена. Значит, какая-то подушка травит. Но я не думаю, что шланги, скорее всего, подушка.
Тут у нас ведерко. Стоит на аккумулятор, как бы нормально. Ничего, не перетрется, ничего. Вот так щеточки стоят. Завел рэпчик, поработал, чтобы. А вот, ребята, палаточный городок уже устанавливается на травушке. В машине надоело жить. Вот такая палатка. Серьезная.